На сегодняшний день аэропорт Магаз работает в условиях ограниченного трафика. Выполняется лишь один регулярный рейс в день по направлению Магаз-Москва. Попытки нарастить количество направлений предпринимались, но давали временный эффект. До 2022 года аэропорт обслуживал рейсы в Санкт-Петербург, Самару, Тюмень, Сочи и Петрозаводск. Впоследствии из-за изменений на авиационном рынке многие авиакомпании сократили парки самолетов и пересмотрели маршруты, в том числе отказавшись от полетов в ряд региональных аэропортов, включая Магаз. Из-за этого аэропорт вновь оказался в сложной экономической ситуации. Действительно подписано распоряжение о приватизации аэропорта и предполагается продажа акций. С чем это связано? Для понимания, чтобы вы знали, в настоящее время подавляющее большинство аэропортов, 95% аэропортов России уже находятся в частных руках. На сегодняшний день, вот и сегодня, и всегда республика нас поддерживала и поддерживает путем субсидирования. Это обходится республике около 100 миллионов в год. Значит, это достаточно большая сумма, которую приходится выделять из бюджета. Большинство аэропортов, Владикавказ, Нальчик, Минводы, Ставрополь, Махачкала, это все аэропорты уже частные. И эта тенденция, она продолжается, она идет. Почему, с чем связано? С тем, что аэропорт нужно не только субсидировать, а нужно в него инвестировать. То есть и инвестиции достаточно большие. Вот в рамках реализации акции аэропорта предполагается строительство, допустим, нового терминала. То есть у нас будет два терминала, терминал А, терминал Б. Предполагается реконструкция существующего здания аэровокзала. Оно 2001 года введено в эксплуатацию в 2001 году и уже требует ремонта. 25 лет практически все это оборудование отработало. Сейчас очень много жалоб. Вы знаете, наверное, вы и сами, наверное, получаете эти жалобы, что системы кондиционирования, системы отопления, канализация, все это уже изношено, все требует замены. Пожарная сигнализация, охранная сигнализация. То есть есть проблемы и требуют они больших финансовых вложений. Данные вложения может сделать только инвестор. Но чтобы вы понимали, что 90% всего имущества аэропорта – это федеральное имущество. Взлетно-посадочная полоса, светосистема, системы посадки, система охраны, перрон и так далее, земля, на которой расположен аэропорт – это все федеральное имущество. То есть оно не будет приватизировано, оно не будет переходить в частные руки. В частные руки переходят только здания, которые входят в состав акционерного общества. Это аэровокзал, вип-зал и некоторые старые здания, некоторые из них 56-го года постройки. То есть они уже старые, тоже требуют ремонта, требуют содержания. Содержание аэропорта очень сложный и капиталоемкий. То есть нужны большие вливания для содержания аэропорта. Вот это имущество федеральное мы их арендуем и платим арендную плату. Причем по договору аренды мы должны содержать его, поддерживать его в технически исправном состоянии, на что тоже необходимы затраты. Мы вошли в программу и предполагается выделение 2,4 миллиарда, но опять же, чтобы было понимание, эти 2,4 миллиарда, они поступят только при условии софинансирования со стороны владельца. Это обязательное условие. И второе условие – это эти деньги пойдут только на реконструкцию и ремонт федерального имущества. То есть за федеральные деньги ремонтировать, допустим, аэровокзал или строить терминал нельзя. Это запрещено, опять же, бюджетным законодательством. Поэтому эти деньги, они пойдут только на реконструкцию полосы, на удлинение полосы, на светосистему, на систему охраны, то есть на федеральное имущество. Если брать новый терминал, это порядка 2 миллиардов. Ремонт здания этого терминала, это тоже 515 миллионов, то есть у нас есть на него уже проектно-сметная документация, нами была разработана. Допустим, аэропорт Владикавказ, после того, как был продан, у него началось развитие. Да? Вот сейчас они построили новый терминал во Владикавказе, появились дополнительные рейсы, стало больше рейсов, потому что у инвесторов больше возможностей для организации данных рейсов.
А чем больше рейсов, вы понимаете, что конкуренция между авиакомпаниями, она приведет к снижению стоимости билетов. То есть, и это для населения это лучше. Конкурс будет объявлен на открытой площадке. Это федеральный ресурс. Там могут участвовать кто захочет. Но мы надеемся и ждем, что наши жители нашей республики, которые неравнодушны и которые захотят включиться в этот процесс и помочь аэропорту и республике в том числе, я надеюсь, что они будут участвовать. У нас есть уже предписание прокуратуры, есть замечания по транспортной безопасности, которые нужно устранять. Уже через суд нас обязывают это делать. На это тоже нужны средства, тоже нужны деньги, тоже нужно вкладывать в безопасность. Сами понимаете, в наше время безопасность – это очень серьезные вопросы стоят. Ну и деньги там серьезные требуются. Поэтому инвестор только с помощью инвестиций можно будет решить эти вопросы. Налоги все будут оставаться в республике. Инвестор, вы понимаете, что он заинтересован в том, чтобы предприятие работало и приносило прибыль. Да? Любая цель инвестиций – это прибыль. То есть извлечение прибыли в аэропорту – это увеличение количества рейсов. Только если больше рейсов будет, в том числе и международных, только тогда аэропорт будет приносить прибыль. Взлетно-посадочная полоса, она проходила реконструкции в 2011-2012 году. То есть уже время достаточно много прошло, уже более 10 лет. Уже опять она требует ремонта. Да, вот вы видите, что есть проблемы, есть эти. И те 2,4 миллиарда, которые предусматриваются, они в том числе и на ремонт взлетно-посадочной полосы. По договору аренды данное имущество оно является федеральным. Вот эта взлетно-посадочная полоса, рулежная дорожка, перрон, места стоянки. Это все земля, на которой расположена. Вот этот забор, который вы видите, это все федеральное имущество. И оно все уже требует ремонта, потому что прошло более 10 лет и нужно ремонтировать. В таких условиях власти республики приняли решение включить акции предприятия в прогнозный план приватизации на 2023-2025 годы. В соответствии с распоряжением правительства Республики Ингушетия, продажа акций будет проведена на открытых электронных торгах в форме аукциона с начальной ценой 250 миллионов рублей. В апреле текущего года правительство республики принято решение о включении акций аэропорта Магаз в прогнозный план приватизации государственного имущества Республики Ингушетия. 1 июля текущего года правительством республики принято решение об условиях приватизации акций аэропорта, которое предусматривает продажу акций на электронных торгах с открытой формой подачи предложения цены имущества. Принятие данного решения обусловлено тем, что на сегодняшний день аэропорт является убыточным. В сутки осуществляется только один рейс. Увеличение рейсов на сегодняшний день является затруднительным в силу объективных причин, в том числе и по причинам высокой конкуренции на рынке авиаперевозок. Деятельность нашего аэропорта поддерживалась республикой. На сегодняшний день аэропорт функционирует в том режиме, который сегодня находится, только исключительно благодаря поддержке бюджета республики. Для примера можно сказать, что с 2020 года по сегодняшний день, на первое полугодие текущего года, из бюджета республики на поддержку деятельности аэропорта выделено более 435 миллионов рублей. За первое полугодие текущего года выделено 83 миллиона в том числе. Сегодня для того, чтобы аэропорт функционировал, он у нас присвоен статус международный, но осуществлять международные рейсы аэропорт не в состоянии в силу того, что отсутствует необходимое оборудование, отсутствует терминал международный. Строительство данного терминала, приобретение оборудования, оно требует больших финансовых средств, не менее 500 миллионов. Транспортная безопасность аэропорта сегодня находится в неудовлетворительном состоянии. Для приведения транспортной безопасности аэропорта минимальное то состояние, которое для осуществлялись рейсы на внутренних перевозках, необходимо вложение денежных средств в размере не менее 50 миллионов. В целях исполнения прогнозного плана приватизации нашим министерством были проведены торги по определению оценщика, который будет проводить оценку стоимости акций. Оценщик был определен, оценщиком была проведена работа по подготовке отчета об оценке. Согласно подготовленному отчету об оценке, начальная стоимость акций составила 250 миллионов. Данный отчет был направлен нами на проведение экспертизы. На отчет получено положительное заключение экспертного учреждения, что отчет соответствует законодательству об оценочной деятельности.
настоящее время нашим министерством ведется работа по подготовке торгов по продаже акций. Торги будут проводиться на электронной торговой площадке Росселторг. Информация будет размещена в том числе и на данной площадке, и на общероссийском сайте торги.gov.ru, и также на сайте министерства. Торги являются открытыми. На торгах может принять участие любой желающий человек, который будет соответствовать требованиям, предъявляемым претендентам, которые могут участвовать в торгах. Победителем торгов будет то лицо, которое предложило наибольшую цену по результатам торгов. Мы надеемся, что наши земляки, которые проживают в других регионах России, в состоянии приобрести и развить наш аэропорт, они заинтересуются данными торгами и примут в них участие. Тот человек, который станет покупателем акций, которые принадлежат республике, также будет успешно развивать и контролировать деятельность нашего аэропорта. Решение о приватизации принято взвешенно. Руководство республики в течение нескольких лет предпринимало максимум усилий, чтобы сохранить и развить аэропорт в рамках государственной собственности. Открывались новые рейсы. МАГАС получил статус международного. Проводилось субсидирование деятельности из республиканского бюджета. Однако в текущей экономической ситуации эти меры не дают долгосрочного эффекта. За последние 5 лет из бюджета республики на поддержку аэропорта было выделено более 400 миллионов рублей. Эти средства позволили сохранить функционирование объекта, но не обеспечили возможности для его качественного развития. Напомним, по информации с открытых источников, аэропорт Владикавказ продан за 90 миллионов рублей, аэропорт Нальчик за 209 миллионов, аэропорт Махачкала за 300 миллионов рублей, аэропорт Элиста продан за 37,5 миллионов рублей.